Всем привет, друзья! Очень рад вас видеть на своем канале, давно не виделись. Опять-таки, я съездил в город Вилюйск, где произошел первый международный фестиваль традиционной металлургии и кирпичного железа. Все это поснимал. Мероприятие длилось где-то 4 дня. Все это, конечно, в сжатом таком формате я хочу вам представить на ваше внимание и приглашаю вас всех посмотреть. Находимся в городе Вилюйск. Собираются гости. У нас будет замечательное мероприятие, фестиваль кузнецов. Приехали гости из разных городов России. Сейчас мы собираемся вот на этих моторных лодках поплыть к месту, где будем собирать руду. Я буду все снимать. За вами ходить буду и снимать. Смог стоит невероятный. Того берега даже не видно, а он есть там. Один из главных организаторов всего мероприятия. Доброе утро. Доброе утро. Что, какие планы сегодня? Как какие? Ну, сейчас поедем на священное место и будем там давать руду, благословение, разрешение от духа кузнеца Кудайбаксы. Потом приедем и потом будем к фестивалю установка серьге, коновяз священный. угу. Да. И забьем бычка. Но Это тоже обязательно снимем. да, конечно, обязательно. Это обряд же. Но этот, как назывался этот обряд? Обряд это наковальни. управление наковальни, Да. если Вот. так. Этот Да. обряд тоже очень интересно. Да, именно преподнести, чтобы нас они на нас смилостивили. Наши духи, боги, да? Да, да. Ага. Дух кузнеца, который создал нас. Да, да, да. А где наши кузнецы, говорят, колонной какой-то едут? Я, да, еду сейчас. Ага. Круто, будем А встречать. там больше 30. Ну все, ждем тогда. Ага. Вот наши кузнецы подъезжают. Сказали, целая колонна. Сколько машин тут? Сколько человек? Интересно будет. Раз, два, три. Здорово! Тут еще. Очень много машин. Сколько тут? Из разных улусов, короче. Сейчас со всеми встретимся, поговорим. Потихоньку собираемся. Приехали все. Видео стал. Всем привет. Как настроение? Так, рассаживаемся по лодкам. И сейчас поплывем. О, телевидение пришло, что-то снимает. А вот наши гости сидят из Беларуси, из Москвы, Златоуст. Тут лодок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, поплыли. Ну все приехали, сейчас будем собирать руду. Спрашивали, каким образом и где собирается руда. Вот в таких местах. Так. Вот раскалывают камни, смотрят на наличие железа, а потом все собирают. Обязательно обряд задобрения духов.
Ванны было... Если расколоть, ага, внутри красная должна Да, быть, да? прекрасно, как кирпич. Как красный кирпич. Вот, например, смотрим эту руду. Если хорошенько посмотреть, вот видите там вот красные места. Это означает то, что вот здесь имеется железо. Я говорю, что да. Ну, наверное, какие-то есть уже. Его надо, чуть-чуть гадать, его надо разбить и посмотреть. берем и разбиваем. Вот, разбивайте. Видите, вот. Да, действительно хороший вот это, да. Да, оно не Вот все это знает отличная уже. вот. Ага, отличная руда вот. Да. Вот мы рекомендуем. Рекомендуем. Да, как Да. печеное яблоко должно быть. Да. Ага. Расскажите вот для нашего канала, ну как по-научному вот эта руда называется? Ну, во-первых, я представлю Марию Геннадьевну Круглову, это президент Союза кузнецов России. Они приехали с командой к нам. Вот с Златоуста ребята есть, генеральные директора предприятий, компаний и так далее. И мы рады их видеть в нашей сокровищнице, будем говорить. Это месторождение железной руды, которое находится в местечке Ахтаудиан, это Вилюйский улус, это река Вилюй. И мы здесь вот сейчас занимаемся ознакомлением, сбором руды и так далее. Вот. Ну, руда здесь отменная, отменного качества. И наши мастера отсюда добывают себе руду, отсюда вот, Для плавки. Для плавок. производят железо. Да. Ага. Вот таких вот месторождений у нас много. В Вилюе вот тут практически сплошное месторождение. В Нюрбе есть у нас, вообще по республике Саха-Якутии таких месторождений очень много. Есть вот такие рассыпные месторождения, есть корневые месторождения. Есть очень крупное месторождение промышленного значения. Это все правительство сейчас пока решается. А мы здесь вот кузнецы кустарным методом добываем кричное железо. Да, во-первых, это мы восстанавливаем свою культуру. Железная культура у нас, да, и благодаря чему, вообще-то говоря, народ Сахары здесь выжил. Что, как ваши впечатления? Здорово, шикарно. А вы руду также собираете? Или выплавляете? Я оружейной фабрики, директор Соколовской оружейной фабрики. Мы производим ножи, и просто мне здесь очень интересно. Я коллекционирую ножи. Ага. А для ножей свои стали используете уже готовые, наверное, да? Да, готовые стали. А сами не производите? Сами нет, стали производить. Ясно. Сейчас будет обряд Алгыс. Сколько тут народу? Человек 40, наверное. Это кузнецы из разных улусов. Разобьются на команды и будут соревноваться. Ну вот, соревнование начинается со сбора руды. Видите, сколько тут? Прям весь берег усеян этой рудой. Такого характерного коричнево-красноватого, темно-красного цвета. Это оксид железа получается. Ну, грубо говоря, ржавчина. И таким образом можно отличить руду от неруды. Yana hamıç ve bu tahagar bu hediyebat kakod. Ага. Devolok, original hediyebolok. Оригинал. Olok, timit bir hediyebolok. Тыгул вот. Делёстер, руда. Делёстер. Как динозавр, да? Да. Медик титастер делаешь? Похоже на этого, на эмбриона, да? На эмбриона. Тоже нашли, да? Руду с отверстия. А вы так собираете руду? Не, ну, у нас как-то это самое.
В меньшей степени это. Ну, и у нас же есть, рудников-то много. Ну, в промышленных масштабах, да? В промышленном они последний рудник в 1930-м закрыли. И у нас же сейчас в Златоусте вообще не осталось. Ни доменного производства никакого. То есть на Златоустской руде уже все. Ясно. Уже магнитка стала работать на привозном сырье. Так что... Тоже нашел камень часть. О, с дырочкой. Все есть. На память возьму себе. Тарас Колуя идет. Приехали в музей. Тут тоже наберем пару кадров. Так, вот мы и приехали на Штугюльге, место, где будет проводиться фестиваль. Ребята уже начали свои печи делать. Все, кирпичи разбирают. Кто как умеет, будет делать печи. Тут вот забивают бычка. Традиционный обряд будут делать. Первобытно, как-то жестоко, но это традиционный ритуал, обряд окропления наковальни.
Сегодня, 20 августа 2024 года, в городе Вилюйске в честь 300-летия нашего города открылся фестиваль коричневого железа и традиционной металлургии. Во всех улусах и районах нашей республики есть кузнецы. Но почему выбран наш район Улус, я уже сказал, это, во-первых, одно из юбилейных наших мероприятий. Ну и не секрет, что последние годы именно вилюйские кузнецы завоевывают призовые места и побеждают на различных выставках и конкурсах железного дела, как на нашем республиканском уровне, так и на всероссийском. Районная администрация поддерживала и поддерживает, и будет поддерживать это ремесло, потому что это наша культура, культура народа Саха, это наш дух, дух народа Саха. Приехали в кузницу местных кузнецов. Вот пневмомолот стоит с фирменным логотипом. Удостоверение. Мастер народных художественных промыслов. Республика Саха-Якутия. 3 года назад построили кузню. Здесь работает нас 4 человека. Я кузнец и слесарь, термис. Чисто ножами не занимаетесь, да, здесь? Ножи, хомусы тоже. Все по заказу или на продажу? Все на заказ в основном. У нас мастер-классы будут. Александр Белый будет мастер-класс по Дамаску. А так, ножами давно занимаешься, да? Конкретно ножи? Лет 9, наверное, уже 8-9 лет. Вот такие ножи. А какие стали предпочитаешь? Х-12 МФ. Самый такой, да, ходовой? Ну, Х-12 пользуюсь. Рабочий. Ну и скрицы тоже делаю на заказ. Один вилюйский кузнец тоже сегодня получил звание почетного, не почетного, а как называется, народный мастер именно Улуса, да? Да, Вилюйского Улуса. Таспыт juga. Cuy, Oksumlu'da da şöyle, Oksumlu'da da memeli пластилин untuk cuy bada, kedublar, cuy bada star. Қасым болай вообще бұйғаны жақтамады? Алтта болды. Сюда еще вернемся, наверное, будем снимать. Будем снимать, как работает молот. Дело вечереет, работа идет. На улице уже стемнело, работа все идет и идет. Ребята вообще даже не думают прекращать. А я, наверное, закончу. Все равно снимать нечего, так что встретимся завтра. Доброе утро, друзья! Фестиваль у нас продолжается. Утро, а ребята уже работают. Я направляюсь туда. Это называется Урага. Там будет конференция. Посмотрим, что за интересная тема.
Давайте расскажем про сегодняшнее ваше выступление, доклад, о чем мы рассказывали, какие вопросы были интересные. Ну, вообще тема Булата очень сложная. Говорить, например, чисто научными терминами с публикой, которая не имеет научного образования, не совсем правильно, потому что мы уже сталкивались с этим. Мы в прошлом году у себя конференцию такую проводили, а вокруг сидят вроде специалисты, но специалисты не металлурги. В булатной тематике очень часто есть люди, которые считают, что они очень разобрались и готовят каверзные вопросы. Но здесь такого не было. Все вопросы были практические, все вопросы были интересные, все вопросы были в тему. Это главное. Получилось так, что после того, как металлургия изобрела Мартен, конвертер, там, бессимеровский процесс, металлургия резко пошла вперед, и кричное производство как бы отодвинули в сторону. И получилось, что и металлургическая наука тоже, это 20 век, такой сильный всплеск. Вся металлургическая наука посвящается современным технологиям, а вот этот пласт, он остался как бы в стороне. Экономически целесообразнее взять, например, тоже сталь 3 в Крутке и привезти сюда, и чтобы кузнецы из нее расковывали там, это самое. Экономически целесообразнее. Это будет на самом деле дешевле гораздо. То есть, если мы, грубо говоря, они делают крицу, они из этой крицы делают определенные вещи, включая там хоть ножи, хоть там хумусы, хоть еще что-то. У них цена вопроса совершенно другая. То есть экономика здесь будет складываться немножко из других вопросов. То есть тот же якутский нож, сделанный по якутской технологии, он в принципе должен стоить дороже, чем какое-то подобие якутского ножа, сделанное из современных материалов. И то имеет место, но по технологии для коллекционеров это более интересно. Вообще идея этого фестиваля зародилась 12 лет назад. Мы в городе Москве организовали мероприятие на ВДНХ. И как раз первый раз тогда туда приехали якутские кузнецы, сделали печку и провели плавку такую первый раз при большом скоплении людей. Тогда это было очень большое мероприятие, более 800 кузнецов собралось, и тогда было придумано, и как-то всех очень воодушевила эта плавка, и мы с Иваном Павловым как раз задумали вот это мероприятие. Думаю, будем стараться, будем стремиться к тому, чтобы в Якутии сделать какой-то уже фестиваль, более полноценный, более масштабный, чтобы можно было как раз посмотреть работы разных мастеров якутских и понять, в общем, какие-то технологические особенности именно якутского способа восстановления железа из руды. Я очень рада, что все получилось. Спасибо большое и администрации Вилюйского улуса, который такой подарок сделала кузнецам Якутии и вообще всем кузнецам России, потому что все с большим очень вниманием к этому мероприятию отнеслись, потому что в России есть достаточно много центров исторических металлургий, но ни один из них еще не проводил именно мероприятия, посвященного исторической металлургии и выплавке, восстановлению крицы. Эта крица идет как на производство якутского ножа, такого, не случайно я оговорилась, там вспомнила про Японию, потому что якутский нож — это такой же
атрибут духовной и материальной культуры Якутии, как и японский нож в Японии. Да? И, соответственно, вот этот фестиваль имеет еще большое такое культурологическое значение. Вот у нас начался вот именно вот конкурс поливчиков. Сейчас они все начинают уже первые загрузки. Каждой команде было дано по 20 килограмм уроды. Вообще этот фестиваль предназначен для того, чтобы вывести вот эту работу, это движение по сыродутному делу на новый уровень. То есть в этом фестивале у нас мероприятия включают в себе, понятно, это сыродутный процесс получения кричного железа. Сейчас где-то команд 15 работает, сейчас вот готовится. Потом должен быть конкурс ножей из кричного железа, конкурс хомусов, который изготовлен опять-таки тоже из кричного железа, и многоборье мастеров. Таким образом, этот фестиваль, он, конечно, будет иметь очень много мероприятий, уже интенсивно идет. Кроме этого, еще мы провели научно-практическую конференцию. Это значит методика сыродутного процесса, то есть прямое восстановление железа, история, настоящее и будущее вот это сыродутного процесса. И снова здравствуйте. Вечереет. Там работа до сих пор идет. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, как у нас там дела. Михаил до сих пор идет мастер-класс. Так, сейчас будут вытаскивать крицу. Подойдем поближе. Так, это хангаласская команда тоже вытаскивает. Тут у нас идет взвешивание. Бастыка оқтан тағыста 4 келі 500 бейін. 2 оқтан оны кірдік ехінағы хүрдіға қарағас болып бүттен бағарды өт. Оны ұланы 3 келі 300 робына. Швей декап. 6 келі 200 грамм бұты бұла. 200 қасыра. Ете оны ұғыя бұттыры 5 келі. 1 граммна. 2 болу бұйыл өреті ұлға жабыт. Икедер улаттар дақпыт. Опыт бау болдылар. Басығытта международный фестиваль кытындылар. Төт аңар интире бар бұғылар.
Без ей бит то хабах бахла тахайта кула. Антан валаттар кыттыбыттыратта жертамыттыра. Мен бәм булланы бу хас. Уни хүссөлгө хәндәм була. Болгоутун буланы киләгә сүсәттон ратыбыт. Тон баску харыбытыр олог чөйкөрдөрү. Бу кандидаттан улуспутгар тиемит бебит дойдубутгар варын көрөкпүт. Араз кистелеңнәре биллибит. Әлбәк бу атта устартан әлбәкә вереннибит, көрдүбит, хиттибит. На данный момент вытащенные крицы, взвешенные. Любого размера и калибра, любой плотности. Все, таким образом завершается сегодняшний день. Дальше будут взвешивания, гидростатический анализ и все такое. Увидимся завтра. Завтра будут подведение итогов и соревнования изделий из криц. Ножи, там батыя, помусы. Так что увидимся завтра. Ребята собираются выводить булат. Горячие споры идут про булат, опять-таки. А тут подготавливают площадку к соревнованиям. Fitnah margada nagat dalibin, wana jauh busan. Allah terzakkara hidayah. Здесь будут проходить соревнования по хомусу из кричного железа тоже.
фотографирования. Идет в 4 этапа. Это первый этап — это гильотина, потом контрольный рез бумаги, затем идет канат 20 резов, потом опять рез бумаги, потом идет войлок 10 резов и последний этап — это черенок из березы. А потом, 10 резов должен сделать. ну, нож отдается судьям, жюри, и там оценивается режущая кромка. Доброе утро, друзья! Мы находимся в кузнице Егора Федорова. Это Вилюйский кузнец. Здесь будет проходить мастер-класс Александра Белого по производству дамасской стали. Тут идет мастер-класс по изготовлению клещей. Как вам мастер-класс? Ну, мне очень понравился вот этот мастер-класс. Ну, я с утра вот пораньше, вот, где-то 8:30 еще приехал. Ага. Ну, чтобы именно взять мастер-класс вот, кузнечным клещам. Просто интересно было. И многое рассказал вот Михаил. Держи так. Ага. Держи. За что вот Это вот первое. ему огромная благодарность. Держи, держи. Там еще и подковы делаются, да? Так, тут у нас идет выставка. Это там уже, где вчера проводили соревнования. Скоро начнется церемония награждения. Вот награды, дипломы, все лежат. Четыре.
Сейчас начинается награждение по многоборью. Команда Нюрбинского улуса заняла 2 место. Вот они. 1 место заняли по многоборью Верхневилюйский улус Чапустара. Ну, это все призеры, получившие, занявшие первые 3 места по многоборью именно. Так, сейчас идет награждение мастеров хомуса. Это представитель Нюрбинского улуса. Занял 2 место. Данилов Александр вот стоит, занял 3 место. Сейчас узнаем, кто занял 1 место. Вручается Осипову Степану Дмитриевичу, Вилюйский улус. Вот он, 1 место. Вилюйский улус награждается сертификатом на 150 тысяч рублей. Поздравления. Хамуспун Болготтан орбутум. Туох билүү якталжан тахаттан бир хомохум агасүстен таксас лойдагата бирем 600-тен таксас лойдагата. 1 место, 2 место, 3 место. Сейчас начинается с награждения победителей в соревнованиях ножей. Там ножи соревновались не только из кричного железа, но и из любой стали. Это вручается специальный приз. Специальный приз. Степан Осипов 3 место занял. Соревнования ножей. О, это Егор Федоров, тоже Вилюйский улус. Ему вручается сертификат на 100 тысяч рублей. Занял 2 место. Нож из стали Х-12 МФ. И в конкурсе занял 2 место. Кричное железо, вот Осипов Степан же сейчас давал интервью. Он из кричного железа занял 3 место. Ничем не отличается. А вот это один из самых крутейших кузнецов Якутии, Данилов Александр, занял 1 место. И награждается сертификатом на сумму 150 тысяч рублей. Мои поздравления. Быхакка станах кишилер болдулар. Хайдак баар битерен бөтүм гына бар. Быхагам теңге бартын тора. Бастык эместе будуттан тубу. Кандай климата хамканы? Д2. Все победители конкурса по ножам. Награждение по оформлению лучшей печи для выплавки руды. Это ребята из Мегино-Хангаласского улуса, Намского улуса и Хангаласского. Осталось объявить победителей самого главного конкурса по выплавке кричного железа. Все к этому идет. По выплавке 3 место заняли вот ребята из Намского улуса. Это 2-я команда из Вилюйского улуса. Это по выплавке крицы. Кто же займет 1 место? Сейчас послушаем. И 1 место. Диплом за 1 место в конкурсе команд по сыроводному делу Угары и сертификатом на сумму 150 тысяч рублей вручается команде Чапустара, Верхневилюйский улус. О, вот, ребята, 1 место заняли Верхневилюйский улус. Очень рады все. И надеемся, в следующих фестивалях тоже будем во всю свою силу выступать. И это дело мы будем продолжать и развивать. И таким народным танцем Агаухай завершается 1-й международный фестиваль традиционной металлургии и кричного железа. Дальше будет фуршет, банкет. Ну, все думают, что все это неинтересно. Так что я с вами прощаюсь. До следующих встреч.
Все эти дни пролетели как один, было столько всего интересного, так насыщенно все было. Я был очень рад видеть старых знакомых, друзей, кузнецов из разных улусов всей нашей республики огромной. Организаторам отдельное спасибо за то, что организовали мне проезд туда-сюда, проживание. А для вас, друзья, я хочу напомнить то, что я всегда принимаю заказы на ножи ручной работы, якутские ножи. Можно из каких-то марочных стали сделать, можно из кричного железа сделать, да. Так что обращайтесь по номерам, которые указаны будут внизу. И хочу такое объявление сделать, да, то что, ну вот знаете, то что в связи с последними событиями YouTube могут скоро заблокировать или вообще закрыть, или вообще, ну, видно, что людей там становится меньше и меньше. Так что я перехожу на другие платформы, ссылки все укажу внизу. Подписывайтесь ВКонтакте, в Дзен и Рутуб, возможно, да. Все ссылки, которые будут, куда я буду выкладывать свои видосы, я укажу внизу. Так что не теряемся, подписываемся и до скорых встреч!